Добрый день. На платформе «Голос» более 750 тысяч проголосовали за мирное решение кризиса путем переговоров. И сегодня я отвечу на самые частые вопросы, которые нам задают последние недели. Первый вопрос: почему вы говорите про переговоры, когда в стране такие репрессии? Вопрос справедливый, но репрессии – это симптом того, что страна больна, а переговоры, диалог – это лечение. Нету другого мирного пути решить кризис, чем через переговоры. Даже если ситуация затянется, ухудшится, везде, во всем мире конфликты решаются путем переговоров. Какие страны уже согласились помочь белорусам в этом деле? Многие европейские страны уже поддержали. Первыми выступили представительства стран Евросоюза в ОБСЕ. Поддержало руководство ОБСЕ, министр Швеции Анна Линде. Министр иностранных дел Финляндии позвонил в Минск, в Министерство иностранных дел Макея. Швейцария также готова помочь в организации переговоров. Соединенные Штаты Америки, Канада публично высказывались в поддержку этой идеи. Некоторые предлагают консультации, некоторые предлагают площадки, некоторые уже звонили в Минск, некоторые в Москву. Например, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон спрашивали Путина, что он думает об этой идее. Конечно, прогресс хочется видеть быстрее, но не все сразу. Главное – это продолжать давить и продолжать поддерживать эту идею, а с другой стороны усиливать нашу переговорную позицию через протест, через уличные акции, через движение сопротивления. Кто такие гаранты и медиаторы? Для чего они нужны и почему нельзя решить все без вмешательства других государств? На самом деле, такие кризисы, как Беларусь, они почти всегда решаются при поддержке, при медиации других стран. В первую очередь надо разделять медиаторы, гаранты и площадка для переговоров. Площадкой может быть только ОБСЕ, потому что Беларусь является членом ОБСЕ, и ОБСЕ в целом приемлемо для лукашенковского режима. Мы видим также, что нет противоречий со стороны Москвы. Что касается медиаторов, это те, кто формулирует вопросы на переговоры, те, кто модерирует этот диалог, эту дискуссию. Переговоры — это не обязательно круглый стол, где все собираются и сидят. Переговоры могут быть на разных уровнях. Они могут иметь много разных этапов. Там может быть отдельное обсуждение позиций по новым выборам, по конституционной реформе, по гарантиям ухода Лукашенко. Также мы хотим, чтобы в результате переговоров все достигнутые соглашения исполнялись. И для этого нужны гаранты. Гаранты – это те государства, которые скажут: да, я вижу, что вы договорились, да, и мы сделаем так, чтобы эти договоренности, они не были забыты. Например, когда Беларусь отдала свое ядерное оружие, гарантами выступили США, Россия, Великобритания и сказали, что в случае, если Беларуси будет угрожать какая-то внешняя сила, мы за нее заступимся. А взамен Беларусь отдала свои боеголовки. Поэтому здесь, конечно, разговор не о боеголовках, здесь разговор о том, чтобы мирно решить кризис и к вопросу не возвращаться, но гаранты также нужны. Как вы собираетесь привести режим к переговорам, если пока там дают однозначный ответ? Ответа не дают. Как раз таки ни однозначного, ни многозначного ответа нет. Лукашенко сидит в бункере, все его люди спрятались. Мы контактируем с представителями разных групп, с бизнесами, чиновниками разных уровней. Они тоже хотят решения кризиса. Многие спрашивают, как переговоры будут организовываться. К сожалению, на призывы международных структур ОБСЕ Лукашенко и его люди не откликнулись. Им кажется, что они все еще могут удерживать ситуацию в стране путем репрессий и насилия. Но нам кажется, долго удерживать невозможно. Страна требует перемен, люди требуют перемен. Даже те, которые внутри системы, они обращаются к нам и спрашивают, как помочь. Поэтому нету там никакой консолидированной позиции, нету там никакой однозначности. Когда Лукашенко не будет говорить с нами, будут говорить другие люди, которые тоже хотят свободной Беларуси. С кем из чиновников, военачальников или бизнесменов вы общались? Что вам говорят эти люди? Мы общались с разными людьми. Многие все еще работают в системе, и поэтому называть их имена мы не можем. Многие ушли после 9 августа или до 26 октября, когда был народный ультиматум. В основном это те люди, которые не хотели мириться с произволом, которых заставляли исполнять преступные приказы, и они таким образом своим уходом хотели поддержать повестку людей, сторонников перемен. Что они говорят? Они говорят, что я поддержу, когда другие поддержат, я могу дать вам информацию, и я готов сидеть за столом переговоров.
Власти знают, что мы с ними общаемся, и поэтому чувствуют себя очень неуверенно. И поэтому интенсифицируют репрессии против тех чиновников-силовиков, которые перешли на сторону народу или думают о переходе. Поэтому сейчас эта коммуникация держится в таком полусекретном формате. Есть несколько каналов входа для тех, кто желает перемен. Они могут написать программу «Диалог» через наш имейл офиса Светланы Тихановской или позвонить Валерию Ковалевскому, который руководит этой программой, или написать в Байпол. Также многие чиновники обращаются в НАУ Павла Латушко, которые недавно опубликовали письмо, коллективное письмо чиновников за перемены. Что будет обсуждаться на этих переговорах? Лукашенко же будет торговаться заключенными. Лукашенко будет торговаться заключенными в любом случае. Это то, что он делал последние 20 лет. Он набирает политзаключенных, чтобы укрепить свои позиции, а потом пробует их продавать за какие бонусы. Или, например, говорить: я отпущу этого и этого, а взамен снимите санкции, взамен дайте денег. И таким образом он разводит Запад уже много-много лет. Но этим разом все будет по-другому. Никакой торговли политзаключенными. Если выпускать, то выпускать всех. Политзаключенные — это не разменная монета. Поэтому мы будем настаивать, чтобы освобождение политзаключенных стало условием для начала переговоров. Предварительные консультации, встречи на базе ОБСЕ или других платформ, они должны обсудить, каким образом, когда начнется основной этап переговоров. И к этому основному этапу насилие должно быть остановлено, политзаключенные освобождены. А уже на основном этапе переговоров мы должны обсуждать главное. Это проведение новых выборов, а также управление страной до этих новых выборов. Что такое консультации? Чем ваш план отличается от круглых столов Воскресенского? Консультация — это подготовительная встреча. Мы обмениваемся мыслями, мы рассказываем, какая у нас позиция, чем мы можем поступиться, чем мы не можем поступиться. Для нас принципиально, чтобы политзаключенные были освобождены, чтобы насилие было прекращено и чтобы новые выборы прошли в этом году, новые президентские выборы. Но могут быть разные форматы проведения выборов. Возможно, президентские выборы могут быть совмещены с референдумом по Конституции. Возможно, стоит обсудить гарантии для Лукашенко и его пособников. Мы не можем надеяться, мы не можем быть уверены, что все договоренности на переговорах они будут нашей победой. Конечно, надо будет делать какие-то компромиссы, но есть вещи, которыми не поступаются. Что касается Воскресенского, да, он имитирует диалог, он имитирует переговоры. Именно такими людьми, как Воскресенский, Гигин, создаются псевдоплощадки для переговоров и диалога, но на самом деле переговоров там не происходит, потому что людей там выбирают, а сами группы и сами организаторы этих площадок, они не имеют влияния на ситуацию. Разве Лукашенко будет говорить с Тихановской? Да и как она с ним будет говорить? Он же террорист. Я не представляю себе ситуации переговоров с Лукашенко. И я не представляю, что этот человек снизойдет на то, чтобы разговаривать с народом. В лучшем случае он пошлет кого-нибудь, как это делал раньше, когда приезжали, например, переговорщики США, и Дэвид Креймер вел переговоры с руководителем администрации Лукашенко, пригрозил санкциями, и уже через несколько недель освободили политзаключенных. Да, были успешные примеры переговоров. Да, переговоры работают. И да, Лукашенко также посылает людей на переговоры. Но сейчас ставки повыше. Сейчас Лукашенко понимает, что любая уступка ему может угрожать его власти. Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации насилия. Поэтому мы стараемся вырабатывать такие сценарии, такие форматы переговоров, которые позволят нам быстро и мирно выйти из кризиса. А что с Координационным советом? Он же позиционировался как переговорная группа. Координационный совет и остается площадкой, которая выберет представителей на переговоры. Сейчас мы ведем консультации с представителями Координационного совета, чтобы они обозначили, каким образом переговорная группа будет формироваться, чтобы она представляла белорусский народ, чтобы она была подготовлена к самим переговорам и к предварительным консультациям в том числе. И самое главное, чтобы люди, белорусы, которые выходили на улицы белорусских городов или сидят в тюрьмах, чтобы они ей доверяли. Вы правда верите, что переговоры могут начаться через месяц, а выборы в 2021 году? Да, я верю.
Но здесь мало верить, здесь надо работать, чтобы это стало реальностью. Поэтому мы продолжаем коммуницировать с международными структурами, с нашими партнерами из Германии, Швейцарии, Финляндии. Мы работаем с Украиной, мы ищем контакты в России. Но кроме этого, очень важно укреплять нашу переговорную позицию. Очень важно принуждать режим к диалогу, потому что Лукашенко просто так власть не отдаст. Очень важно продолжать сопротивление. Очень важно, чтобы продолжались уличные протесты. Очень важно, чтобы режим чувствовал давление белорусского народа каждый день. А мы, со своей стороны, будем делать все возможное, чтобы подготовить переговоры, чтобы создать нужные условия, и чтобы сам процесс переговоров был быстрым и эффективным. Как вы работаете с международными организациями? Вы знаете, 90% этой работы не видно. Это звонки, это письма. Светлана Тихановская звонит министру Греции, министру Германии. Вот созвон с Генсеком Совета Европы. Мы лоббируем, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы приняла сильные резолюции по Беларуси, которые призывают режим и другие страны поддержать идею диалога. Кроме этого, мы проводим встречи. С кем-то встречается Светлана Тихановская, с кем-то Валерий Ковалевский. Свою часть работы делает Координационный совет, НАУ, Павел Латушко. Мы сотрудничаем со всеми партнерами, потому что все понимаем, что переговоры – это единственный эффективный способ мирного решения кризиса. Спасибо большое за ваши вопросы. Пишите нам в чат-бот офиса, предлагайте идеи и поддерживайте идеи переговоров.